дверях театра они появляются рядом, практически рука об руку. На улице их встречают десятки последователей. Сегодня принц Агахан IV и государственный советник Республики Минтимер Шаймиев вместе награждают победителей премии в области архитектуры. В зале оперного не только представители республики, но и другие 5 финалистов. Это создатели уникальной школы в Бангладеше, музея в Палестине, проекта по возрождению города Мухаррак в Бахрейне, учебного корпуса университета имени Алиуна Диопа в Сенегале, экосистемного парка Вазит в Эмиратах. Татарстан награждают за программу развития общественных пространств. Сегодня мы встречаемся в особом месте. Татарстан на протяжении веков был местом исключительной приверженности плюралистическим ценностям. Город Казань и окрестности издавна славились своим богатым сочетанием этносов и культур. Впечатляет то, как здесь сохраняют и уважают архитектурное наследие. Премию Агахан Республика получают первый и пока единственный в России. Благоустройством парков и скверов в Татарстане занялись 4 года назад по инициативе Рустама Минниханова. За это время было преобразовано более 300 пространств во всех 45 районах, не только в городах, но и селах. Завершается работа еще на 60 объектах. Создание комфортных общественных пространств – это прежде всего забота о людях. Она порождает любовь и уважение к родному краю. Уважаемые участники церемонии, для нас большая честь быть удостоенными премии Агахана в области архитектуры. Премию из рук принца получил сам Минтимер Шарипович, а также группа молодых архитекторов Татарстана. Призовой фонд в $1 миллион. Лауреаты премии поделят поровну между собой. Так, каждому примерно 166 тысяч. В Татарстане денежное вознаграждение получат сотни архитекторов. Именно они помогли преобразить свыше 200 парков и скверов республики. Была потрясена той реакцией, которую мы получили от международного жюри, потому что вдруг выясняется, что то, что мы с вами здесь делаем, это процесс, подход, который оказывается актуален для всего мира. Кроме того, государственный советник республики пригласил принца поработать вместе и над рядом других проектов, например, над совместным изучением отдельных коридоров Великого Шелкового пути. Зарина Ахметова, Андрей Сантальцев, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.